Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета министров. Этрап Акбугдай объявлен лучшим в Туркменистане по итогам 2023 года. Опубликован перечень иностранных вузов на 2024 год, дипломы которых признаются в Туркменистане, и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета министров, на котором были подведены итоги работ отраслей экономики за 2023 год, заслушаны отчеты вице-премьеров, ряда руководителей министерств, хакимов вилаятов. На повестку дня также вынесены перспективные задачи социально-экономического развития государства на текущий год и кадровые вопросы. На расширенном заседании правительства Туркменистана были объявлены результаты традиционного ежегодного конкурса на определение лучшего этрапа страны. Победителем конкурса 2023 года признан этрап Акбугдай Ахалского вилаята. Глава государства подписал распоряжение о награждении Хикимлика Этрапа Акбугдай денежной премией в размере $1 миллиона США. Президент Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания Кабинета министров произвел кадровые изменения в руководстве Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерства образования, Министерства сельского хозяйства, Министерства строительства и архитектуры и Государственной издательской службы. Министерство образования Туркменистана опубликовало на официальном сайте обновленные мировые рейтинги вузов на 2024 год, дипломы которых будут признаваться в странах и подлежать нострификации. В частности, в Туркменистане будут признаваться документы вузов, вошедших в международный рейтинг университетов Москвы, мировой рейтинг университетов этого года, мировой рейтинг университетов QS, академический рейтинг университетов мира 2024 года. В преддверии выборов президента России посольство РФ в Ашхабаде согласовало с туркменской стороной открытие 5 избирательных участков в крупнейших городах Туркменистана. Избирательные участки планируется открыть в Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабаде, Мары и Дашагузе. Выборы президента России назначены на 17 марта этого года. Голосование будет длиться 3 дня – 15, 16 и 17 марта. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Исмагамбетова подписала постановление, которое рекомендует носить маски в общественных местах. Это связано с распространением заболеваний коронавирусом, корью и другими респираторными вирусными инфекциями. В честь празднования китайского Нового года торговый центр Гонконга стал домом для грандиозной инсталляции гигантского дракона, целиком созданного из воздушных шаров. Его длина составляет 41,77 метра, что официально зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Туркменская штангистка Анамджам Рустамова завоевала бронзовую медаль в рывке в весовой категории до 81 килограмма на проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по тяжелой атлетике. В упражнении «Рывок» Рустамова подняла 105 килограмм. К сожалению, в толчке Анамджам не смогла реализовать ни одной успешной попытки, что лишило ее шанса побороться за медали в сумме двоеборья. Чемпионат Азии стартовал в Ташкенте 3 февраля и продлится по 10 февраля. Звезда гонконгского футбола, нападающий клуба Кичи и сборной Туркменистана Руслан Мингазов дал большое интервью гонконгскому издательству One Two, в котором поделился историей своей футбольной карьеры. Он рассказал о детстве в Туркменистане, первых шагах в профессиональном спорте, выступлениях в Европе и переезд в Гонконг. Полную версию интервью можно почитать на сайте Туркменпортал. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.